На дворе май, а в поселке Лебединой снега еще много. Вы можете вот за мной видеть сугроб выше моего роста. Для лебединцев это дело обыденное, для нас, конечно, это удивительно, но то, что произошло совсем недавно здесь, заставило по-иному взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. В последний день марта под тяжестью снега здесь обрушилась крыша здания школы-сад. К счастью, в этот момент детей в здании не было. Было очень тепло в этот день, было +8, и поэтому, скорее всего, вот за счет этого и пошел снег. Вот. Конечно, был очень сильный треск. Скорее всего, лопались балки, потому что вот я прям сама лично даже видела это все стояло вот через дорогу. Ну, то есть очень страшно. Большие глыбы сыпались. И потом поняли, когда часть сошло снега, ну, то есть крыша кривая. Вот. Ну, конечно, я сразу задумалась о безопасности моего ребенка. Все-таки он ходит в 1 класс. Родители обратились к директору школы, который, в свою очередь, их успокоил, но при этом не поспешил убрать с крыши снег. Это было сделано, по словам родителей, только через неделю. Пришлось обращаться в прокуратуру. Сам же директор образовательного учреждения утверждает, что руководствовался исключительно благими намерениями. Если я занялся бы уборкой снега в феврале месяце, но в феврале месяце, в начале, в январе месяце, в силу аномального холода, скажем так, в этом году, снега как такового не было. Я и подумал, что в феврале месяце снега нет, я потрачу все выделившиеся деньги, а в март месяц у нас, как мы видим, был заснеженным, получается, и в итоге хотел вот за один раз в период, ну, после обильного снегопада и после нормализации погодных условий хотел убрать снег. Более оптимально подойти к расходам школы. Ну, как у нас в народе говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Как считают жители поселка, если бы снег с крыши был сброшен вовремя, как это бывает в декабре и феврале, такого бы не случилось. И считают причиной ЧП исключительно халатность директора. Между тем, по предписанию прокуратуры, административная комиссия района также посчитала виновным произошедшим директора и вынесла решение об его увольнении. Прокуратура внесла представление главе Алданского района и руководителю образовательной организации. Принято решение о привлечении директора школы к строгой дисциплинарной ответственности в виде увольнения, об организации проведения ремонтных работ здания школы. Пока же район будет изыскивать средства на ремонт обвалившейся крыши, остатки снега и идущие в эти дни дожди пробивают потолок здания, а льющаяся сверху вода потихоньку портит стены и полы уже далеко не нового здания. Конечно, нанесен непоправимый ущерб, и учитывая, что сумма ремонта не маленькая, конечно, я понимаю, что пострадали и другие образовательные учреждения Алданского района, потому что деньги, конечно, будут сняты с этих ремонтов других учреждений, поэтому, ну, вот так случилось. Опытные руководители здесь знают, что не вовремя убранный с крыши снег, неочищенные дороги грозят коллапсом поселку, особенно учитывая ограниченные в бюджете средства. Поэтому часто идут на различные ухищрения, которые, к сожалению, не лучшим образом сказываются на развитии поселка. Можем снять с других каких-то статей, страдает благоустройство, потому что чистить дорогу надо. Вот и приходится руководителям учреждений и властям поселков уповать на милость природы и ежегодно ставить вопрос уже перед республиканскими властями о пересмотре методики расчета на выделяемые средства, которое бы исходило не от количества жителей, а с учетом природных особенностей территории. Между тем, снежный ком проблем поселка Лебединой, несмотря на яркое весеннее солнце, продолжает только расти. Туяра Филиппова, Ренат Нахиев, поселок Лебединой, Алданский район.